Welcome to Anti-Terror Channel. Be kind and friendly. The ancient Chechens are here. Stop being Arab and go back to your own roots. Любимый шейх, мы вас любим ради Аллаха. Достоверен ли хадис, в котором сказано, что, значит, кто гордится своим происхождением, пусть схватит отца за половой орган. Примерно такой перевод. То, что ты упомянул из хадиса, в котором сказано: если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, и не говорите ему это другими словами. Этот хадис привел имам Ахмад, Абу Дауд, Ат-Тирмизи и другие со слов Убая ибн Кааба, да будет доволен им Аллах. Его передал Ауф ибн Джамиля Аль-Араби от Аль-Хасан Аль-Басри, от Утайя, от Убая ибн Кааба, да будет доволен им Аллах. И цепочка передатчиков этого хадиса достоверная. Слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии. Смысл этих слов: то есть, тот, кто призывает к своему роду или к своей нации, или к своей группировке. Например, если он ингуш, то призывает ингушей. Или если чеченец, то призывает чеченцев. Каждый из них превозносится своим происхождением и гордится своим родом. Это и есть превозношение своим происхождением. Поэтому слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, то есть, кто-то будет гордиться своим родом или происхождением и так далее. Далее говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям: то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца. То есть, так и скажите, и не говорите ему это другими словами. То есть, скажите ему это дословно. По той причине, что когда ты начал гордиться этой джахилией и своими отцами, и не гордился тем, что для тебя гордиться обязательно, а это ислам и религия, то тебе будет сказано: схватись зубами за член своего отца, потому что это то, чего ты достоин. Люди обязательно должны прекратить гордиться своими предками, или же они станут у Аллаха менее значительным, чем жуки, которые катят навоз своими носами. Этот хадис передается со слов Саида ибн Абу Саида Аль-Макбури от Абу Хурайры. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: Если вы услышите, что кто-то гордится своим происхождением, тот, кто гордится своим национализмом, своей нацией, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, то пусть пойдет ухватит за член своего отца. чтобы он схватился за член своего отца. Зубами. член своего отца, Член своего отца. Член своего... член. Есть достоверный хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это единогласный мнение Ахли Сунна валь Джамаа, что арабы, они возвышены, чем остальной народ. Это единогласное мнение Ахли Сунна валь Джамаа. Какой бы ни был в Дагестане нация или фамилия, или в Чечне тейп не был, и в Ушете какой-то тейп не был, круче, чем Бану Хашим, хашимиты у вас не будет. العرب أفضل من جنس العجم لا شك وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم. فهنا الخيار يعني بين الناس. Все мы уже в курсе, что по единогласному мнению всех сотрудников исламской лаборатории Ахли Сунна валь Джамаа, арабы, общем как нация, возвышены, чем все остальные. И курайшиты возвышены среди арабов, и халифом, со слов самого пророка Мухаммеда, может быть только курайшит, поскольку они избраны и выше всех остальных. Так вот, все, кто верит в слова Мухаммеда и распространяют эти слова, передаем эти слова обратно пророку Мухаммеду и избранным курайшитам. От лица многих чеченцев во главе со своим пророком встаньте на колени и все вместе дружно схватитесь за половые органы своих отцов. Идете вы лесом со своим исламом. Салам алейкум.